В ходе совещания были озвучены новые назначенцы. Заместителем председателя правительства Республики Ингушетия назначен Тимур Фаттахов, опытный строитель, возглавляющий управление капитального строительства Центрального банка России. Постоянным представителем Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации стал Мальсагов Магомед Башир. В должности министра здравоохранения утверждена Зарема Альянова. Министром культуры и архивного дела стал Тимур Зейтов. Министром имущественных и земельных отношений республики назначен Аюб Галаев. Юрист, чьи знания и профессионализм, по словам главы Ингушетии, будут очень востребованы в сфере, которую ему предстоит возглавить. Исполняющими обязанности руководителей Минэкономразвития и Минфина Республики Ингушетия назначены Асет Кацеева и Багаудин Халухаев, работавшие ранее в должности заместителей руководителей вышеназванных органов. Сегодня перед правительством стоит стратегическая задача, закрепленная в майских указах президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Думаю, что новые министры и руководители ведомств проникнутся чувством ответственности за порученный участок. Руководитель субъекта подчеркнул, что наиболее острыми проблемами, которые должны стоять на контроле Кабмина, являются низкий уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и высокий уровень безработицы. Мы определили испытательный срок для всех, без исключения. Кому 4 месяца, кому 6. Я, как глава, не буду терпеть. И никакие дружеские, родственные не будут учитываться, если члены правительства не будут выполнять свои регламентные должностные обязанности. Все остальное давайте оставим для дома. У нас есть своя специфика, у нас есть свои обычаи и традиции, но все вопросы должны решаться только в соответствии с регламентом, должностным положением, федеральными законами, Конституцией Республики и нормативными актами Республики Ингушетия. Я желал бы, чтобы все восприняли это, и давайте поработаем для республики. Мы можем это сделать. Мы можем сделать процветающую республику. Все, что можем, принесите вот для нашей республики, для наших людей. Махмуд Али Калиматов отметил, что это лишь первые наиболее важные шаги, которые в своей работе должно сделать новое правительство. Тамара Хашагульгова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Магомед Дидигов. Новости 24.